празднуем Мавлид ан-Наби, день рождения пророка Мухаммада. Да благословит его Всевышний и да приветствует. Только совместными усилиями возможно добиться удовлетворения запросов всех слоев нашего населения. С таким подходом холода не страшны. Подготовку к зимнему периоду обсудили на выездном координационном совещании под председательством полпреда Матовникова. Все атрибуты, которые должны присущи быть пожарной части, здесь есть. И коммунальные услуги, то, что мы установили здесь оборудование, как и обогреватель, так и на электричество, оно минимальные затраты. А вот готовность сил и средств пожарно-спасательной части номер 4 проверил уже лично министр МЧС страны Евгений Зиничев. У ребенка право есть, кашу манную не есть. О чем еще гласит Конвенция о правах ребенка и как ее поддерживают в реабилитационном центре, расскажем в выпуске. Он является пилотным проектом Европейского союза дзюдо в сфере образования и Международной федерации дзюдо. Мы провели уже в Российской Федерации 24 таких семинара. Методики базовой подготовки на фоне философии крепкого духа. Всероссийский семинар по дзюдо для тренеров проходит в Ингушетии. Это новости 24. Добрый вечер. Третий по счету месяц мусульманского календаря Рабиуль-Авваль для верующих особенный, так как именно в этот период отмечают день рождения пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. По традиции празднования приходится на 12 число месяца по хиджре. Всю предыдущую ночь верующие провели в поклонении, читая суры из Священного Корана. А днем в ингушских домах звучат мавлиды, раздают милостыню и восхваляют самого любимого человека для всей мусульманской уммы. Слово Микаилу Тангиеву. 570 год после рождения Исы, мир ему, в 12-ю ночь месяца Рабиуль-Авваль над Аравийским полуостровом разверзлись небеса, и на Мекку снизошло несметное количество ангелов в виде птиц в райском сиянии. В эту ночь, как чистый жемчуг со дня океана, с лицом подобной сияющей луне, на свет появился Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. عليه وسلم أسألك صلى الله عليه وسلم زنجو شاندنس بصمنا ريج عالم قخية منولش مشي قمن يق تيش موي أن سخزا ولش اشت خن إلك صلى الله عليه وسلم اشتدال شي خرج خلقا يقير أصحى فير شي قاع بلقلون جلش أزفياج عن نور يريك دنيا نور دوالش اشت خن فير اشت خن دولش. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, с молоду отличался исключительной набожностью и благочестием. Он надолго удалялся от мира и суеты в пещеру Хира, горы Нур, возвышающейся над Меккой. Именно там, приблизительно в 610 году, ангел Джабраил сообщил Мухаммаду, да благословит его Всевышний и приветствует, что он является посланником Аллаха и приказал запомнить первые откровения. Ему тогда было около 40 лет. قلتنا صلى الله عليه وسلم أنت لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين شخصك إن دلا موات إيمان قاتش مده سجي سوسن دق ويزلت أن شي ديال نيانل شي ديزل مسدوز أدم دقة سوسن سيجيزي يعني أنت قلتنا صلى الله عليه وسلم. В этот священный месяц мусульмане всего мира читают мавлиды, раздают милостыню и проводят как можно больше времени за молитвой. Жители республики собираются в мечетях или в гостях у родственников и друзей, рассказывая о жизни нашего пророка, как, например, сегодня в доме известного богослова и религиозного деятеля Ахмеда Эль-Жиркиева. تخرج ترى سنة مولتش خنش حداك شريك هذا في ميك دولج ده هم قصة مولتش السر هم سادل السر هم جو دولار ميك قش ميك $100 دولار ميك اشت عشقة تجمعج كيش اشت مولتش ديش موت تجي
История празднования дня рождения последнего посланника Всевышнего, мир ему и благословение, уходит в глубокое прошлое. Свое рождение впервые возвысил сам пророк. Как известно, в этот день он ежегодно постился, а все представители уммы должны больше обычного восхвалять и прославлять любимца Аллаха в этот месяц, считают собравшиеся. Keç de dedik peymer ve de peymer dedik diyorsun peymer dazıla dal ve beş akıtmak azbura diyorum busna holçadı ve çık çoğasa açtırırlar dal etme diyorum az dal ve kaman diye dikide Delson del için kutsaj ve diç etç enjinişka o dinin çamalı adım var hat avaşa gidiş xınır xdav bar xubar xitijona is del son xesti etç شو قدن مر سن خست دشر قاشت إن صوت دار شيء عندهم أنا وصلوا دال شيء ودنيا شو دال شيء وش تعمل أقل مال حمد شيء ده قلة إل شو دال سماعته. Коллективное чтение Мавлида является одной из особенностей нашей религии, ведь Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Поистине Аллах и его ангелы восхваляют пророка, о те, которые уверовали, прославляйте Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего». Такие собрания мусульман приносят большую пользу для умма Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Укрепляется братство и родственные узы, ведь ислам сплачивает братьев по вере, говорит богослов Ахмед Пошев. Иттас дал дехчдо солотны дал вейде иттас дистикрат в размере алкой дал шиқа хитамент агуч бохшалар. Сонно тагын озгул банарыжы тагын уди daha nazrani ubergal amyaka busun mal baş meşki tagına yemol tujdiye şoxuda aq ve arbi ala dişi ve ne ala ve izdişi sun darç sun dal dik duç işte adam vaşa de tujde yer صندوقها دال مولت قابل دول دال سبيمر فيزاريا دول دوي. بيما أودينا شوالا وأنا وين ده ديك الله وين ده ديك أزتيركم يبدأ إجحا. أزدعق صوت حقا لقن وش الله هو سبيمر جوينا ديت هذا الدين إسلام سو ديت هذا الشريعة زكون إبراوة استيرك اللي هزوي نسقاش والله نيس دول شرا دول دوي. أشتري سياح دول شرا دول ده صندوق إذا شرا دول ده دنيا شعارتنا داقل ده شرا دول ده وعشي دوق ديش وعشي داش وعشي ديش دول ده ليه دول ده دنيا شعارتنا. Празднование дня рождения Мухаммеда, да благословит его Всевышний и приветствует, это свидетельство того, что мусульмане любят и почитают своего пророка, стараются следовать его наказам и передавать учение последующим поколениям. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В администрации главы Ингушетии состоялось выездное координационное совещание, посвященное вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду и новогодним праздникам. Обсудили и тему обеспечения безопасности по линии туризма. В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, его заместители, министр России по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Репортаж Рины Цичуевой. Полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников отметил, что вопрос о готовности к отопительному сезону президент России Владимир Путин держит на личном контроле и обозначил, какие вопросы глава государства выделил в числе особенных. Только совместными усилиями возможно добиться удовлетворения запросов всех слоев нашего населения и социальных групп в зимний период теплом, водой, газом и электричеством. При этом я попрошу всех должностных лиц обратить внимание не только на подготовку систем и оборудования к отопительному сезону, но и на подготовку территориальных и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. А МЧС в России, как координатора
РСЧС, прошу взять эти вопросы на контроль. В Ингушетии к отопительному сезону подготовились со всей ответственностью, ведь от слаженных действий коммунальщиков зависит то, как мы встретим холода. В республике находится 6 котельных центрального теплоснабжения, 2 из которых функционируют в Малгобеке. Одна отапливает 6 социальных учреждений, другая – резервная. Ростехнадзором по республике Ингушетия была проведена проверка готовности объектов ЖКХ республики к осенне-зимнему периоду 18-19 годов. Все выявленные замечания согласно предписаниям устранены. По состоянию на 19-11-18 годы в соответствии с приказом Минэнерго России от 12 марта администрацией городов районов выданы соответствующие акты готовности КЗП. В случае перебоя в энергосистеме газа, электро-, тепло-, водоснабжения функционирует единая диспетчерская дежурная служба ЕДС по номеру 112, осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами ресурсоснабжающими организациями на основании заключенных с ними соглашений. О готовности объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду в Ингушетии рассказал собравшимся директор филиала ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» Адам Цычоев. Он отметил, что в зону обслуживания филиала входит 6 районных электрических сетей. Помимо прочего, электросистема включает в себя 34 подстанции, 9 из которых на балансе Ингушетии, 25 на балансе филиала. В филиале ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» находится 2 резервных источника энергоснабжения общей мощностью более 35 киловатт. Для бесперебойного энергоснабжения в осенне-зимний период нами проделана определенная работа. У нас есть план ремонтной программы, который включает в себя, который составляет общий объем финансирования более 51 миллиона. На 1 ноября 2018 года объем фактически выполненных работ составляет 100% от общего годового плана. В рамках ремонтной деятельности филиал ПАО МРСК осуществляется программа по расчистке просек. Это самое основное направление подготовки осенне-зимнего периода. Отопительный сезон – очень важный и ответственный процесс, и он не может пройти гладко, если все организации, ответственные за тепло, не будут работать слаженно. О готовности объектов газоснабжения к осенне-зимнему периоду рассказал директор ООО «Газпром Межрегионгаз» Назрань Александр Троянов. Организация была проведена работа по обследованию подземных газопроводов. С тем, что газопроводы более 600 километров – это подземные газопроводы, более 200 километров на сегодняшний день требуют либо ремонта, либо перекладки и реконструкции. Подготовка аварийно-диспетчерских служб к прохождению ОЗП полностью обеспечены и оборудованием, материалами. Закупается и сейчас будет приобретено 5 новых аварийно-диспетчерских автомобилей для аварийно-диспетчерских служб, оснащенных полностью в соответствии с требованиями ГОСТов всем необходимым оборудованием. Затронули на заседании готовность объектов туристической направленности к осенне-зимнему периоду. Решением Государственной комиссии горнолыжной трассе Арамхи присвоена категория «Красная» и выдан сертификат для проведения соревнований разного уровня. По результатам обследования объектов курорта Арамхи комиссии установлено следующее. Территория курорта Арамхи ограждена забором в виде сетки и находится в удовлетворительном состоянии. Доступа посторонних лиц вне пропускного пункта нет. Вся территория курорта находится под круглосуточным видеонаблюдением. 28 наружных камер и 16 внутренних. А также по всей территории имеется освещение. О готовности подразделения МЧС России по Ингушетии к обеспечению противопожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий рассказал представитель регионального МЧС. Так, совместно с представителем республиканского отделения водопола и представителем пожарно-спасательного колледжа планируется провести занятия и противопожарные инструктажи в образовательных учреждениях. В целях недопущения возникновения пожаров, жертв и травматизма граждан, связанных с использованием пиротехнической продукции, будет организована целенаправленная работа по недопущению реализации и хранения пиротехнической продукции без соответствующих сертификатов. Помимо прочего, на заседании говорили и о предупреждении чрезвычайных ситуаций, и о том, как оперативно на них реагировать. Ирина Цычоева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.
В рабочем кабинете руководителя региона состоялась протокольная встреча главы МЧС России Евгения Зиничева и Юнусбека Евкурова. В ходе беседы глава субъекта отметил, что все структуры, задействованные в подготовке отопительного сезона, имеют стопроцентную готовность. Никаких срывов не допущено. Кроме того, он подчеркнул, что региональное управление МЧС России за последние годы достигло значительных успехов. В свою очередь, Евгений Зиничев напомнил, что Ингушетия всегда ставится в пример как регион, который показывает образцовые результаты по предупреждению чрезвычайной ситуации. В частности, речь идет о паводках. В принципе, республика готова. Мы отчитались по всем направлениям. Мы с вами сейчас только что заехали на ряд объектов МЧС. Есть довольно серьезные достижения за последнее время. Поэтому уверен, что мы дальше будем также тесно работать, взаимодействовать. Ну и рассчитываем на определенную помощь по и расширению личного состава, и по наращиванию учебно-материальной базы. ВКС говорил и ставил в пример Ингушетию в плане вашей работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. То, что касается паводка, то, что касается дамб, которые защищают в том числе и население. Я думаю, сегодня продолжим труд. Евгений Зиничев вместе с Юнусбеком Евкуровым и начальником Главного управления МЧС России по Ингушетии Русланом Калоевым проверили готовность сил и средств пожарно-спасательной части номер 4. Она была построена еще в 1957-м в Карабулаке. 2 года назад полностью отреконструирована. Там же сегодня состоялось награждение отличившихся сотрудников. Зелимхан Калоев обо всем по порядку. Как противостоять стихийным бедствиям? В Ингушетии за последние годы снизилось число пожаров, во многом благодаря оперативной работе систем оповещения и новому оснащению пожарных частей. Один из таких значимых объектов расположился в Карабулаке. Для продуктивной службы здесь предусмотрены все условия. Благородная миссия в экстремальных условиях. Магомед Башир Кузьгов уже более 20 лет на страже против стихии. Старший водитель пожарно-спасательной части. Каждый выезд начинает с проверки техники и необходимого инвентаря, отсутствие которого может привести к печальным последствиям. Поэтому Магомед Башир всегда на передовой. Все время, сколько я работаю, массханы организованные, башбожи, новости, дикие, тушидят, документы шхални, взрывоопасный опасный положение на богуж, метижнисени, уже условий, халханят условий. Практически на голых сетках мы спали. Так, халха вот хаваля вор, пожарники биша батяли. Когда пришел сюда, уже совсем другое. Уже ваша дать. В пожарно-спасательной части номер 4 несколько единиц техники. У машины с повышенной проходимостью оборудованы цистерной вместимостью до 3 тонн воды, которые 24 часа ожидают вызов в пожарном депо. Как видите, большой емкости и малой емкости. Автомобиль быстрого реагирования, то есть это на реагирование на ДТП. А эти автомобили непосредственно уже для тушения пожаров. В карауле 8 человек. Раньше у нас в этой части находилось всего 2 единицы техники. Одна была на выезд стояла, вторая в резерве. Сейчас у нас 3 единицы техники, непосредственно все 3 на выезде сразу. Чрезвычайные ситуации всего города и района на полном контроле. Для огнеборцев в двухэтажном здании предусмотрено все. Служебные помещения, диспетчерская, караульная, комната приема пищи, психологическая разгрузки, учебные классы и многое другое. Нет психологической разгрузки с левой стороны. Это где личный состав может прийти как бы не отдохнуть. Да, отдохнуть. Но это как бы не комната отдыха, это именно психологической разгрузки, то есть, чтобы было понятно, при происшествиях, которые связаны с погибшими, то есть в связи с чем эти комнаты психологической разгрузки были введены в пожарной части подразделения, именно для того, чтобы человек мог восстановиться. Во время рабочего визита в Ингушетию министр МЧС России Евгений Зиничев посетил нововозведенную пожарно-спасательную часть номер 4 города Карабула. Вместе с руководителем региона Юнусбеком Евкуровым и начальником Главного управления МЧС России по Ингушетии Русланом Калоевым проверили готовность сил и средств части, которая имеет на вооружении самые современные образцы пожарно-спасательной техники. Все атрибуты, которые должны присущи быть пожарной части, здесь есть. И коммунальные услуги, то, чтобы установили здесь оборудование как и обогревателя, так и
на электричество, оно минимальные затраты, поэтому немножко есть, конечно, у нас свои какие-то еще доработки, чтобы предлагать. Общая стоимость была по реконструкции 43 миллиона, 127 тысяч, ну как копейки. Если в эту сумму уложились, здесь не аттестованные сотрудники. Ну, у меня аттестованных пожарных нет. Далее по плану знакомства с музеем. Здесь представлены достижения спасателей, многочисленные кубки, медали за героизм и отвагу, почетные ордена. Все эти заслуженные трофеи – показатель работы МЧСников. Осмотрели также элементы обмундирования, которые вошли в историю, в том числе и первые пожарные каски. Особое внимание здесь уделили Шахмурзе Бекову, первому руководителю пожарной охраны Ингушетии. Вот это первый начальник управления. Еще члена Ингушетии, Беков Шахмур. Ну, сейчас у них династия уже, его сын, полковник, вот недавно уволился. Второй сын, майор, служит у нас то же самое. Душевые, санузлы, раздевалки, складские помещения и собственный спортзал для поддержания физической формы. Не скажешь, что пожарно-спасательную часть открыли еще в 1957 году. В штате насчитывается около 40 огнеборцев, которые выполняют широкий спектр задач в любое время. Сказать, что этому зданию в этом году исполнилось чуть больше 60 лет, практически невозможно. Полная реконструкция здесь завершилась еще в 2016. Как выглядел этот объект ранее и как выглядит теперь, символично напоминает вот эти картинки, расположенные на лестничной площадке. Затем последовала официальная церемония награждения отличившихся в несении службы представителей ведомства. Среди награжденных и Хазир Бекбузаров, водитель пожарно-спасательной части номер 3, который помнит, насколько трудно было нести службу в начале своей карьеры, когда не было элементарных условий. О таком здании можно было только мечтать. Пожарной части. Я он условия жербат. А уж мотиге масерге бай калут даже здание чидагат, бад. Он сакиз Мухаммад делал сандики. Сегодня же пожарно-спасательной части номер 4 присвоили имя подполковника внутренней службы, первого руководителя пожарной охраны Ингушетии Шахмурзы Бекова. После чего делегация посетила одну из главных достопримечательностей республики – мемориал памяти и славы, где министр МЧС России и глава Ингушетии возложили цветы к вечному огню в память о погибших воинах. Зелимхан Калоев, Марибек Миржоев, Новости 24. Госдума одобрила законопроект Минэкономики по реформе техосмотра. Новые поправки предполагают перевод диагностической карты в цифровой формат. Штраф за ее отсутствие составит 2000 рублей, а ответственность операторов ТО за выдачу поддельных карт ужесточат. Должников по штрафам и налогам предлагают лишать водительских прав. Износ составных сетей, неправильная кадровая политика и большой расход электроэнергии. Три главные причины упаднического состояния Ингуш-регион-водоканала. Проблемы здесь скопились годами. Руководители сменялись с завидным постоянством. Положительного результата это не давало. Народ испытывает дефицит с питьевой водой, а сами работники страдают от дефицита заработной платы. В общем, по сути, пути выхода из банкротства решали искать на стороне. Привлекли специалистов. Об этом подробно расскажет Амина Бокова. Фамилия, имя, отчество мне передать. Начальник аварийно-диспетчерской службы Беслан Мусаев, как и положено, в 9 утра на рабочем месте. Принимает звонки, выходит на связь с другими диспетчерами. Смена целые сутки. Работает он, что называется, за идею, ведь зарплату не получает уже 7-й месяц. В последний раз сотрудники Ингуш-регион-водоканала, а это более 300 человек, получили заработную плату в мае этого года. Но трудиться продолжают, ведь от их работы зависит водоснабжение во всей республике. Правда, вот кормить свои семьи, оплачивать коммунальные счета работникам службы нечем. Я получаю какие-то деньги, 10 тысяч, 5 тысяч, вот недавно получил. Для того, чтобы получить, мне пришлось участвовать самому в рейдовых мероприятиях по сборам платежа. Но если взять общую сумму задолженности и разделить ее на мой месячный оклад, я не получаю где-то с мая месяца по новому предприятию. Старое предприятие, Ингуш-водоканал, я не получил зарплату за 5 месяцев. А есть много людей, которые не хозяйка, один человек добытчик,
и он не получает зарплату несколько месяцев. На предприятии Беслан Мусаев работает уже 18 лет. Вначале это был ГПВК «Водоканал». В 2012 году организация была ликвидирована и была создана компания «Ингуш Водоканал» с задолженностью более 600 миллионов рублей, из которых 19 – это невыплаченная заработная плата. В декабре 2016 года предприятие было признано банкротом, и на его месте был создан «Ингуш Регион Водоканал». За почти что 2 года уже новая организация задолжала кредиторам 300 миллионов рублей, из них 27 миллионов – зарплата сотрудников. Диспетчер Адам Барахоев пришел чуть позже своего начальника, но из-за его 12-летний стаж успели смениться не один десяток руководителей, и никому из них не удалось вывести республиканский водоканал из кризиса. Вначале они что-то делают, но в конце концов уже, когда понимают, что получается уже в конце уже года огромная задолженность и в конце их деятельности. Также ни один руководитель до сих пор, вот со дня, вот я очень это хочу сказать, с реформы, вот российской реформы о пенсионных отчислениях, никогда ни одной копейки отчислений не делает. Хотя мы постоянно говорим об этом, воюем за это. Куда сложнее работникам цехов, водозаборных и насосных станций. В разных погодных условиях они занимаются тяжелым физическим трудом. Этот водонасосный цех поставляет 400 кубических метров воды из Сунжа в Малгобек, а трудится на нем всего 3 человека. Тут сменный график у нас, сутки через трое, по 2 человека, электрик, дежурный электрик и слесарь-машинист. Сутки через меняется смена каждое утро. В принципе, работа-то не такая уж сложная, но она нагрузку дает. Если один человек идет в больничный или в отпуск, у нас даже замены нет. Приходится работать сутки через 2, а это уже большая нагрузка. И не платят, да? И не платят, да. Вот что обиднее всего. Надо же людям семьи кормить, чем-то налоги платить. Решать проблему руководство региона начало уже давно. За прошедшие 3 года на предприятии сменили 3 руководителей. Предыдущий глава Ингушского водоканала был уволен в июле этого года из-за жалоб жителей на отсутствие воды в ряде населенных пунктах и нарушение графика дорожной карты по ликвидации проблем с водоснабжением в республике. Сейчас уже с новым руководством выйти из кризиса республиканскому водоканалу по-прежнему не удается. Поэтому Минстрой Ингушетии принял решение о привлечении сторонней компании, чтобы вывести водоканал из состояния банкротства. Каждый раз, когда меняется директор, мы рассчитывали, что будет лучше. Оказалось, все остается на том же самом месте. Ингуш регион водоканал не в состоянии выплатить ни заработную плату и ни кредиторку. Вообще не в состоянии выплатить. И поэтому у нас на сегодняшний день заключается соглашение с ООО «Содействие», которое нам гарантирует через 1,5 года вывести это предприятие из-под банкротного состояния. ООО «Содействие» – ведущая компания из Нижнего Новгорода, оказывает юридическую помощь физическим и юридическим лицам. Директор фирмы уже изучил часть документации республиканского водоканала. На его взгляд, основные проблемы – это износ основных сетей. Они находятся на грани. Вторая причина – неправильная кадровая политика и большой расход электроэнергии. Ну а самое главное, что ГУП «Ингуш Регион Водоканал» остается на балансе нашей республики. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Желания у каждого из детей разные, их не обязательно выполнять, а вот права у них одинаковые. Их несоблюдение взрослыми чревато самыми разными последствиями. Это если в 2 словах о международной конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году. Праздник «Всемирный день ребенка» начали отмечать гораздо раньше, в 1954-м. Он прижился сразу. Детей радовать одно удовольствие. Здесь в ход идут подарки, представления, флешмобы. Лучше, чтобы все и сразу, как в Республиканском реабилитационном центре. Жаридат Халухоева расскажет. Дети имеют право на отдых и развлечения. Так гласит Конвенция о правах ребенка. Сегодня эти права соблюдены. Полный зал детей в ожидании праздника. Лучшее тому доказательство. Игры, песни и танцы. Все для них. Мои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря.
Все дети равны независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических убеждений или физических возможностей. Так гласит закон, прописанный в Международной конвенции о правах ребенка. Каждый имеет право на жизнь, имя и фамилию, узнать своих родителей, а также право на любовь и заботу. Они наделяются ими с рождения и гарантируются государством. Каждый ребенок имеет право. Это на образование, на здоровье, на учебу и на все остальное. Естественно, как правозащитник детей, для меня это значимое мероприятие. И я стараюсь, чтобы каждый ребенок не просто с детьми проводились лекции, а чтобы каждый ребенок ощущал радость, каждый ребенок понимал, что он необходим, понимал, что мы его любим. И каждый ребенок знал, что у него есть такие же права, как и у взрослого человека. Хава Магушкова, ученица коррекционной школы. Случаев пренебрежения или несоблюдения своих прав она не припомнит. Напротив, очень благодарна за внимание и заботу, которой к ней проявляют учителя, сверстники и все окружающие. За это тепло она, как и всегда, отвечает своим звонким голосом. Реализовали еще одно право виновников торжества на досуг и развлечения звезды ингушской эстрады. Они специально приехали к детям с концертной программой. В важном мероприятии принял участие глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он отметил, что это праздник не только для детей, но и для взрослых, ведь именно на них лежит обязанность заботиться о них. Глава выразил благодарность всем работникам центра, посвятившим себя бережному уходу и заботе об этих детях. Здесь, конечно, надо вкладывать, и руководитель здесь, парень, который имеет инициативу, и персонал. И, конечно, мы должны вкладывать всевозможные варианты для того, чтобы наши дети здесь максимально получали то лечение, в котором они нуждаются. Сегодня вот такой день, который выделяет вот этих детишек от всех других детей. Это тоже хорошо, что этот день есть. Почему? Потому что благодаря таким дням мы более, серьезно относимся к этим проблемам. Потому что а мы со своей стороны сделаем все или постараемся делать все, чтобы каким-то образом чуть-чуть с вас эту нагрузку снять. Какой же праздник без подарков? Глава региона вручил долгожданное кресло-каталку маленькой Раяне. У взрослых тоже есть свои обязанности перед детьми. В первую очередь их благополучие зависит от родителей, которые сегодня благодарны и радуются вместе со своими детьми. Видим внимание, добро со стороны наших директоров, мэров, каких-то там работников, можно сказать, социальных. Это приятно, это нужно для нас, потому что, может быть, в обычной жизни, обычным детям это не было бы так важно, не было бы так ценно. А нашим деткам сегодня это внимание очень ценно. И я хочу сказать спасибо всем организаторам, всем работникам, всем людям, которые как-то причастны к радости, которая доставляется нашим детям. Потому что это и наша радость. Родители, у которых есть такие особенные дети. Беспокойство о детях проявляют не только родители, пытаясь уберечь их от неприятностей, создать все необходимые условия для их развития. О детях также заботятся многочисленные общественные и государственные организации. Дети, их телесное и душевное здоровье, их всестороннее развитие их таланта, становление их личности является главным смыслом нашей жизни. Их успехи – показатель нашей правильности нашего пути, а их любовь – драгоценная награда за наши старания. Я еще раз поздравляю всех родителей и детей с этой знаменательной датой. Дети – богатство и будущее любого государства. И, несомненно, каждый ребенок заслуживает красивое детство, в котором уважают и ценят его права. Шарадат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Юнусбек Евкуров провел сегодня встречу с главным тренером сборной России по дзюдо Эцио Гамбой, который прибыл в республику в преддверии первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок. В ходе беседы стороны обсудили подготовку к проведению соревнований, которые впервые состоятся в республике Ингушетия с 22 по 26 ноября. Эцио Гамба отметил хорошую подготовку ингушских спортсменов, которые достойно представляют сборную России на соревнованиях по дзюдо. Главный тренер сборной страны по дзюдо также сообщил, что до начала соревнований совместно с тренерами из
Франции он проведет семинары для тренеров по дзюдо из Ингушетии и субъектов СКФО. Напомним, первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок состоится на площадке Дворца спорта «Магаз» имени Бердыевлоева, который рассчитан на 3000 зрителей и позволяет установить одновременно до 4 татами. Участие в состязаниях примут более 600 спортсменов со всей страны. Сборную Ингушетии представят более 18 спортсменов, среди которых победители и призеры первенства СКФО и отборочных соревнований. Благодаря тому, что вы находитесь в России, благодаря тому, что вы находитесь там, возглавляете сборную страны, мы же с того момента, как вы вошли в сборную страну, мы же начали уже на мировом уровне по-другому представлять дзюдо России. Поэтому спасибо большое за это. Спасибо. И самое главное, что для нас, для Ингушетии, важно понимать, что огромное доверие к нашим спортсменам, к нашей школе дзюдо. И поэтому наши ребята и взрослые, и молодежные сборные хорошо представлены. И сейчас мы проводим хороший турнир всероссийский. Спасибо, что и президенту Федерации Василий Васильевич, который поддержал, и Аркадию Ротенбергу, все поддержали. Спасибо большое. Ну и вам, как главному тренеру. И уверен, что достойно сейчас представим на площадке республики, проведем хороший турнир. Ну и будем готовиться к 2019 году, к отборочному чемпионату, потому что это для нас очень важно. Чемпионат провести в республике, отборочный. Да, это престижно. Это, ну и, в принципе, мы должны. В столице дзюдо мы можем смело претендовать. Почему? Потому что у нас хорошие дзюдоисты. У нас хорошая школа дзюдо. Поэтому мы достойно представим Ингушетию и сделаем так, чтобы чемпионат, который пройдет в 2019 году, был одним из лучших в стране. Еще раз добавлю, что в Ингушетии первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок пройдет впервые. Соревнования будут проходить несколько дней. Турнир состоится во Дворце спорта «Магаз». Все необходимые приготовления практически завершены. На данный момент осуществляется заезд участников, а их несколько сотен. Уже подали заявки 57 регионов, и около 600 участников планируется участвовать в 16 весовых категориях. А на данный момент мы уже начали оформление зала, кладутся татами. Заезд участников уже начал осуществляться со вчерашнего дня. Научиться максимально полно и ясно видеть жизнь, ощущать свободу, совершенствоваться и на личном примере делать мир вокруг себя лучше. Эти постулаты и есть главная цель дзюдо, а вовсе не самооборона. Недаром этот вид спорта признан боевым искусством. Это новички приходят в зал выпускать пар, мерятся силами. Более опытные дзюдоисты рассматривают его как возможность самоутвердиться в обществе, завоевывая ранги и места на соревнованиях. Сегодня в дзюдо практически все техники уже определены, разобраны и классифицированы. Разобраться в них подробнее помогают семинары всероссийского масштаба. Один из них проходит в Ингушетии. Тамерлан Хамкоев расскажет. Закрепляем теорию, сразу переходя к практике. Прямо на татами в специализированном зале дзюдо тренеры всех возрастов, облачившись в кимоно, постигают азы преподавательского мастерства. В отличие от обычных конференций и семинаров, здесь все буквально как на ладони. Гости объясняют какой-либо элемент, а затем показывают его наглядно. И для этого не обязательно говорить на русском языке, шутят многие. В спорте нет языковых барьеров. Семинар для тренеров по дзюдо в России проводится уже не первый раз. Этот проект стартовал 2 года назад и уже приобрел огромное количество последователей. Для тренеров, разумеется, это огромный плюс. Усовершенствовать свои навыки и набраться опыта, безусловно, хочет каждый. Это проект такой, он, знаете, вот уникальный, потому что, во-первых, он является пилотным проектом Европейского союза дзюдо в сфере образования и Международной федерации дзюдо. Мы провели уже в Российской Федерации 24 таких семинара. Это 25-й за два с лишним года. Кроме этого, он вписан в систему образования физкультурного Российской Федерации. «Век живи, век учись» – так можно назвать этот семинар. Даже взрослые тренеры, которые в дзюдо не первый десяток лет, находят для себя что-то новое. Сергей Костюченко преподает спортивную науку в Ростовской области. Поддержка есть, желание у ребят тоже, хоть отбавляй, делится тренер. Но нет предела тренерскому совершенству, поэтому Сергей, как и десятки его коллег по залу, оттачивает новые навыки. Для меня это уже 4-й семинар. Стараемся с руководством нашего клуба не пропускать, посещать все. Тренера нашего клуба постоянно участвуют в этих семинарах.
в судейских, тренерских семинарах. Очень продуктивно, очень все много берешь для себя нового, эффективного. То есть, казалось бы, уже знаешь много, но, оказывается, узнаешь еще, предела совершенству нет. В Ингушетии дзюдо всегда был одним из любимых видов спорта. Для перечисления заслуг наших дзюдоистов не хватит и книги. Чтобы стать элитой в мировом дзюдо и поддерживать этот статус в дальнейшем, сюда приходят и ингушские тренеры. Ердеги хочу, хайер Федерации дзюдо России. Аз занимаюсь дуккой практически кужу хачханец оковер лилжусо. Сон цехожит, сон барселина дукхам ханц ухцашин динадион хайякатсу. Войти в сборную страны и выиграть чемпионат мира, Европы, Кубок Большого Шлема и как вишенка на торте победить на Олимпийских играх. Все это вполне могут сделать подопечные любого из тех тренеров, которые присутствуют сегодня здесь. Ведь половина успеха – это тренерский фактор. На этом семинаре мы сперва показываем основные движения и приемы дзюдо. У нас особенная программа, благодаря которой, мы надеемся, у детей появится не только мотивация, но и желание приходить на тренировки с удовольствием. Если этот семинар принесет отличный результат, то мы продолжим мастер-классы, ведь скоро стартуют Олимпийские игры. Семинар продлится еще один день. По его завершению участники, несомненно, получат огромный опыт в преподавании, и совсем скоро мы вновь услышим о громких победах их подопечных на турнирах самого высокого уровня. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Сразу после нас смотрите полезную информацию. В студии была Лайла Цурова, и до встречи в эфире.